Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада, что вы, несмотря на летнюю погоду, на то, что у всех сады, огороды, деревни и вообще прекрасное уже отпускное настроение, сюда пришли. У нас сегодня с вами последнее, вот так, да? Это очень приятно. Это очень приятно. Большое спасибо. На самом деле сегодня такой очень важный момент, когда мы с вами встречаемся в конце уже сезона, когда уже концерты прошли, уже в этом зале ничего не будет. Я вот рискнула своей такой лекцией, а с вашей легкой руки теперь это будут не лекция, а музыкальная гостиная. Да? Я так уже везде об этом и написали, и я думаю, что это правильно, потому что это не сколько не лекция, это больше такая, знаете, такое путешествие, музыкальное путешествие. Да? И сегодня тема одна из самых сложных, но очень интересных. Это тема ритма, потому что ритм – это то, что окружает нас еще до нашего рождения. И поэтому первое впечатление сейчас мы начнем с барабанов. Пожалуйста, самый первый слайд у нас будет, вернее, даже не слайд, а вот то, что сегодня мы, смотрите, мы сегодня прежде всего пойдем не сразу к ритму, а перейдем через несколько подготовительных этапов. Это будет пульс, метр, темп, и только потом появится ритм. Итак, слушаем самый первый фрагмент музыкальный. Будьте внимательны, вы сегодня ученики. Вы будете отвечать на мои вопросы. Итак, скажите, пожалуйста, как вам кажется, обязательно ли ритму еще иметь мелодию? Нет. А аккорды, гармонию обязательно ритму иметь? Нет, да? То есть сам ритм возник гораздо раньше, чем все остальные составляющие музыкального языка. И прежде всего это, конечно, появился у нас с вами пульс. Когда появляется пульс у человека? Когда появляется пульс у человека? Можно первый слайд, там, где у нас изображается пульс. Когда появляется пульс у человека? Еще до рождения, правда? Еще в утробе матери он слышит биение сердца матери, и поэтому с нашим пульсом мы знакомы давно. И вот в музыке этот пульс, он является первоосновой. Без него не бывает ничего. Почему я начала с африканских барабанов? Вы знаете, если их заставить сейчас попросить написать нотами, они не смогут ни за что. Потому что у них это в крови, и они это делают совершенно естественно. Но что их объединяет, как вам кажется? Обратили внимание? Они все почему-то отстукивают ногой. Они все изображают пульс. Согласны? Вы это увидели, что сначала там была такая беспорядочная, как будто бы на первый взгляд, игра руками, но потом они все уже определились вместе с ритмом, вместе, вернее, с пульсом. Как вам кажется, какой музыкальный жанр невозможно представить без очень устойчивого пульса? Совершенно верно, марш. Как вам кажется, с какой скоростью должен двигаться вот марш вообще? Как он должен двигаться? Когда-нибудь задумывались ли вы о том, что музыканты имеют в виду, когда начинают исполнять данное произведение? Ну, скажем, вот есть пульс какой-то там, да? Вот с какой скоростью они должны, что? Шаг. Они должны шагнуть, да? Вот скорость шага. Еще какие ваши версии? Сколько? Чего? Ага, хорошо, то есть должно быть обязательно 4, правда? Нужно раз, два, левой должно быть 4. Согласна. Теперь скажите, пожалуйста, вот я не имею никакого подсобного предмета, но я хочу, чтобы вот этот вальс, этот марш прозвучал точно, определенно. У него должно быть какое-то единое начало, он должен быть обязательно в каком-то темпе. Как вам кажется, есть ли какая-то единица идеальная, та, которая для всех маршей будет одинаковая? Есть, отвечаю сразу вам, есть. Сколько длится секунда ударов в минуту? Сколько ударов? 60. 60, да. Как это будет? 1 секунда это сколько? Примерно посчитайте мне, как это будет? 21, 21, 21. Меня вот так вот учили в детстве. 21, 2. Это вот секунда. Как будет в 2 раза быстрее? Попробуем сейчас мы с вами хлопать по ногам, да? Вот это 21, 21, 21. А теперь в 2 раза быстрее. 21, 21, 21, 21. Сколько получается ударов в минуту? 120. Это марш.
Это военный марш. Запомнили? 120 ударов в минуту – это идеальное содержание вот этого пульса, который должен быть. Но иногда вальс, вернее, я думаю о вальсах, и поэтому сбиваюсь немножко на вальсы, но иногда бывает так, что встречается марш вместе с песней. В песне, конечно же, не обязательно выдерживать такой пульс, как в марше. И сейчас я хочу вас познакомить с замечательной совершенно именно такой песней, где сталкиваются и песня, и марш. Но потом, когда марш возникнет, пожалуйста, похлопайте себя и посчитайте, правильно ли мы угадали, 120 ли это ударов в минуту. Итак, слушаем. Развивается знамя державное, гром над строем гремит полковой. Это еще песня, правда? Это еще не марш. Тает в дымке колонн колыхание, ждет поутру решительный бой. Готовы? Итак, Мать, сестра и жена, и любимая, Попадаем? в сердце чутком тревогу таят. Марширует полями родимыми, полк туда, где аллея. поняли, да, что любые, вот если у меня нет никакого предмета, который помогал бы мне исчислять, в каком темпе музыку, я могу вспомнить сразу секунды и сколько у меня их будет в марше. Но вы знаете, марши бывают разные, и сейчас я хочу вам показать один марш, который знают все люди, живущие не только в России, они его знают все. Но теперь у меня к вам предложение. Попробуйте посчитать, где будет сильная доля, вернее, попробовать ее вот просто найти и стукнуть по себе посильнее, по коленке, там, где вы услышите сильную долю, то есть удар. Слушаем. Что получилось у вас? А? Что получилось? На 3. Что такое метр? Это расстояние от одной сильной доли до другой. И у этого марша особенность именно в том, что это марш на 3/4. Вот вы совершенно верно сказали, что марш должен быть на 4. Это нам с детства известно, правой там или левой. Раз, два. И вдруг вот этот марш написан был в трехдольном, таком вот пульсации в трехдольной. Итак, что такое метр? Это расстояние от одной сильной доли до другой. И в музыке как раз и исчисляется вот этими расстояниями. Да? Мы знаем, что такое пульс, мы знаем, что такое метр. И сейчас мы, конечно же, переходим с вами к инструменту, который помогает нам. Итак, мы видим на экране инструмент, который называется метроном. Для чего он нужен? Представляете, одно и то же произведение разными исполнителями может по-разному исполняться в разном темпе, потому что написано, например, модерато. А модерато – это может быть и 72 удара в минуту, и 80. Тут вроде бы маленькая разница, а она существенная. Метроном нам показывает, вот там, вот видите, такие шкала, да? Она показывает, сколько ударов в минуту соответствуют каким-нибудь темпам. Темпы бывают разные, очень медленные, где очень медленное биение пульса. Еще ритма нет, поняли, да? Ритма пока еще нет, есть только еще пульс. Потом начинается чуть быстрее, начинаются темпы умеренные, потом они начинаются быстрые, потом они начинаются очень быстрые. И поэтому вот это вот биение внутри ударов в минуту все больше и больше и больше. Это может быть 40, 60, 70, 80, 90, 120 и даже 200. И вот метроном такой инструмент, который этому помогает. И музыканты, когда они учатся или когда они собираются исполнить произведение, они включают такой метроном, как указывает композитор. Композиторы бывают разные. Одни бывают очень педантичные, они пишут: четверть равна 78 ударов в минуту. Ты не имеешь права никуда отойти в сторону. А некоторые пишут: лярго, и делай, что хочешь. Хочешь
Так, медленно, хочешь еще медленнее, понятно? Поэтому метроном очень нужный для нас с вами инструмент, для музыкантов. А теперь переходим к следующему слайду. Так вот, темпов очень много. Они есть и очень медленные, и протяжные, и умеренные, и быстрые. И знаете, такие вот, как будто бы между, например, в среднем темпе написал композитор. А должен музыкант придумать, что такое средний темп в его понимании. Поэтому вот иногда метроном указывается и именно четверть равна столько-то, а иногда просто характер, который в музыке должен быть передан. Это понятно, да? Но это пока еще все не ритм. Это пока еще все предисловие, предтеча. Ритм – это немножко другое. Итак, следующий у нас слайд с вами будет – это ритмические фигуры. Вы знаете, на самом деле не бывает, вот все мы знаем четверть слова, половинку знаем, восьмушку знаем, наверняка знаете. Не бывает одной взятой длительности. Они все организованы в группы, как в кубики, как в ячейки. И этих ячеек несколько. Их может быть много. И потом они в музыке, сегодня мы это услышим с вами, постараемся их опознать для себя, может быть, даже запомнить, а потом самое главное понять, а для чего эти группы ритмические используются и какой характер в музыке из-за этого получается. Вот такие интересные группы, да. Есть там, например, давайте сейчас мы с вами просто прохлопаем, вы со мной будете хлопать, сейчас я уберу лишнее, а вы со мной будете хлопать. Сначала будем хлопать, как вот вы коленки, да, вот уже это у нас будет пульс с вами. Вы у меня будете четверти, будете раз, два, вот этот ряд, да, 3, 4. Согласны? А вы пока пульсом. Раз, два. Приготовились? Начали. И раз, два, 3. Замечательно. Теперь мы с вами разделим каждую четверть на 2 части. Готовы? А вы будете четверть, четверть, шаг, шаг. А вы как будто бы побежали. Начали. Вы шаг, шаг, шаг. Получается? Меняемся местами. Теперь вы четверть, а вы восьмушки, восьмушки, а вы четверти. У нас уже получилась с вами ритмическая партитура. Мы уже с вами кое-что знаем. А теперь мы берем и от одной восьмушки, одну восьмушку превращаем в более мелкую. Будет. Попробуем? Это мы с вами сделали вот такую верхнюю группочку, а теперь мы все восьмушки разделим, и получается. Молодцы. А теперь попробуем так. Будьте внимательны. Это четверть, восьмушки, опять четверть, восьмушки, а потом все вместе 16-е. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. А в конце четверть и четверть. Запомнили? А давайте еще раз. Вы четверти, четверть, четверть. Четверть. Молчите. Восьмушки, 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 восьмушки. Все вместе 16-е. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И четверти. Четверть, четверть и держим. Когда мы держим с вами звук, это тоже ритм. Это может быть длинный, длинный, выдержанный звук. Молодцы. Вы поняли, да, что все состоит из этих групп. Потом мы еще добавим следующие группы и тоже похлопаем. А сейчас мы с вами уже давайте поближе к музыке. Так вот там, где у нас с вами какие-то такие певучие мелодии, у нас и ритм певучий получается. А во всех остальных ритмах попозже. Итак, включаем первый слайд. К нам, кстати, приедут на следующий сезон саксофонисты. Квартет саксофонистов. И сейчас тоже мы их послушаем. Они нам сыграют замечательную музыку. Я надеюсь, что все вы ее знаете. Включаем. Я с ними вместе, можно поиграю?
Очень плавная ритмическая фигура, да? Плавные, без всяких скачков, без каких-то взрывов. То есть получается, что у ритма есть еще и характер. Чем плавнее нам нужна мелодия по характеру, тем будет плавнее ритмические рисунки. И еще «Аве Мария». Помните, я вам рассказывала про одного скрипача, что я вам о нем расскажу, про Джошуа было попозже. Так вот, не успела в прошлый раз. А сейчас он нам сыграет «Аве Марию» знаменитую. А он, знаете, чем интересен? Он решил эксперимент провести. И со своей дорогущей скрипкой стоимостью там $1 миллион встал в переход в подземный. И думал, что все его узнают, и ничего подобного, никто его не узнал. Это о том, что иногда музыканты не знакомы широкому слушателю, и поэтому они очень нуждаются в том, чтобы иногда с ними знакомились. Итак, Джошуа Белл «Аве Мария». Тоже будет очень плавный и метр, да, и плавный ритмический рисунок. И темп не быстрый, правда? Итак, плавный ритмический рисунок, это когда у нас чередуются восьмушки, например, да, или четверти, вот эти вот, которые вы длительности могли уже прохлопать. А теперь внимание, вот если мы с вами сейчас хотим какую-нибудь изобразить скачку, ну вот на лошадях, там, я не знаю, в припрыжку побежать, какой должен быть ритм, ну, по характеру? Ну, какой-нибудь такой вот необычный, да, какой-нибудь такой, как он называться будет, такой ритм? А вот если мы с вами будем рисовать прерывистую линию, как мы ее назовем словами? Пунктир. В музыке то же самое. В музыке очень важное значение имеет ритм пунктира, но он бывает длинный пунктир, а бывает короткий. И вот сейчас мы с вами услышим длинный пунктир и короткий. Длинный – это когда, знаете, вот прерывистость должна быть, но она сначала растягивается один звук и подхватывается другой. Сыграем мы сейчас Генделя сарабанду. Я потом Баха мы попозже включим. А сейчас Гендель сарабанда. Что такое длинный пунктир? Там-пам-пам-пам-пам. Длинный звук, но он не один существует. К нему обязательно должна быть довеском одна еще восьмушка. И тогда получается длинный пунктир. Слушаем. Слушаем. Как будто бы подхватывается нотка. Слышите? На протяжении всего произведения этот ритм, да? Как он называется? Пунктир, но он длинный, да? Он такой растянутый. Я не могу не сыграть вам знаменитое произведение, которое написал Шарль Азнавур. Оно тоже написано с длинным пунктиром.
короткий. И если я вам сейчас сыграю знаменитую, опять же, ну не знаю, кто из вас помнит такой фильм, но наверняка сейчас, когда музыка прозвучит, вы вспомните его. Он совсем другой. Совсем другой, короткий пунктир. И вот сейчас я вам хочу показать одно и то же произведение, но вдруг в вариантах. Первый вы увидите ноты. Короткий пунктир – это вот когда восьмушки делятся, они как будто бы занимают друг у дружки там немножечко одну длительность, и получается восьмушка и 16-я. Итак, мы сейчас с вами послушаем Анюту, знаменитую Анюту Гаврилина, отрывочек из балета, но сначала посмотрим на ноты, первый фрагмент. Видите, да? Точка – признак пунктира. Послушайте. Любая музыка, требующая внутреннего движения и подскоков, да, она будет всегда в пунктире. Спасибо. А теперь сразу фрагмент из балета. Там для чего эта музыка? Для чего применяется ритм пунктира? Я вам закрываю, наверное, да? Ни разу не прервется, будет только пунктир на протяжении всей тарантеллы. Итак, для чего применяется пунктир? Для стремительности, правда? Для стремительности движения и для характера ближе к танцевальности или какому-нибудь такому необычно возбужденному движению, правда? Поэтому пунктир, вот длинный пунктир, он все-таки такой более растянутый, а короткий пунктир, он всегда подскок, правда? И когда будем танцевальные с вами ритмы смотреть, тоже пунктир наверняка услышите. Конечно же, пунктир очень часто встречается и у классиков, например, у Шуберта есть такая симфония, где... Она как будто бы взрывает мелодию. Согласны со мной, да? А вот теперь еще интересный очень рисунок, который, ну, я думаю, что все вы его знаете, как он звучит, но, может быть, не все знают, как он называется. Это под названием синкопа. Итак, синкопа – это, знаете, такое вот перенесение удара с сильной доли, которую мы с вами знаем, что вот мы раз, два, да, на слабую. И очень много музыки написано с использованием синкопы. Но почему-то всем кажется, что вот такие синкопы, там какие-то сложные ритмы – это завоевание, ну, нашего времени или хотя бы века 19 или хотя бы 20-го, ничего подобного. Мы сейчас услышим с вами самый первый отрывочек из музыки барокко, где тоже звучит синкопа. А синкопа – это такой, знаете, неожиданный как бы переворот от сильной доли там какую-то другую сторону, и вы сейчас наверняка это услышите. Итак, мы слушаем именно первый фрагмент, там, где Чикона, барокко, да. Вот послушайте внимательно, как будто бы раз, подпрыгнули. Очень любил Бах синкопы, очень любил Гендель и многие другие авторы эпохи барокко. Это такой неожиданный подскок от сильной доли куда-то в другую сторону, да? Но самое главное, что в 20 веке считается, что синкопа стала основным ритмическим рисунком для одного очень любопытного жанра. Мы сейчас включим сразу рэктайм. То есть рэктайм – это был жанр, который был основан только на синкопах. Послушайте внимательно. Вы можете вот для себя отмечать пульс и поймете, что такое синкопа. После удара. Возникает после удара.
Слышно? I'm playing a cakewalk, man. Who in the world is you? Конечно, потом джаз стал развиваться, и уже появились другие жанры. Но рэгтайм был первым таким жанром, который был очень демократичный. Ну, его легко воспринимался, он слушателями легко исполнялся. Но, как вы понимаете, что он не только в джазе, этот принцип существует. И я сейчас вам сыграю, а вы наверняка вспомните, что это за музыка. Смотрите, вот она. Да, ведь услышали, как будто бы акцент получился не на первую долю, а чуть позже. Причем Бородин написал это «Улетай на крыльях ветра» именно для того, чтобы подчеркнуть восточный колорит, и у него очень здорово получилось, да? Но кроме этого у Чайковского очень много, например. Как будто бы берет и переносит этот акцент, особенно вот здесь. А в одном номере это все времена года Чайковского. Он вообще играет вот так вот. То есть синкопа вот так вот прыгает, да? То есть сильные доли прыгают. И на самом деле это очень красивый такой ритмический рисунок. И я хочу, чтобы мы сейчас все вместе услышали его в одной из самых красивых тем, которые написал Гершвин, это «Колыбельная Клары». Да? И вот там эти синкопы, это, конечно, как основная краска. Ритмическая, ну, естественно, мелодия, которая, опять же, передает характер еще и национальный. То есть то, что спиричуэлси, то, что негритянские народные жанры. А почему я иногда специально беру фрагменты с нотами, чтобы вы поняли, что это иногда вот залигованные ноты, это тоже лига такая, это тоже синкопы. Сейчас слушайте внимательно. Как будто вы перепрыгнули через сильную долю. И пунктир. Увидели с точкой нотки? Это пунктир. Услышали? Вот как будто вы знаете, вот чуть позже, чем доля, возникает такой акцент. Это и называется перенесение сильной доли акцента на более слабую. И они бывают разные синкопы. Они бывают из-за того, что звук удлиняется, как Чайковский делает, или перескакивает, как, допустим, он в рэгтаймах. Но он всегда, синкопа, очень яркий такой момент, ритмический, который подчеркивает какой-то особый характер мелодии, особую принадлежность к какому-то жанру. То есть это, конечно, синкопа удивительный. Я думаю, что всем интересно будет где-нибудь его услышать и сказать: ага, это синкопа, я это понял. Причем, знаете, сегодня мы с вами несколько раз одну и ту же будем музыку слушать, но я сейчас хочу, чтобы вы со мной вместе вспомнили. Такую знаем песенку с вами? Вот она, синкопа. Я вам не случайно ее играю, потом мы с ней кое-что сделаем. Синкопа вот именно такая и здесь тоже есть. А теперь я хочу вам сказать, что очень много жанров, где есть очень характерные ритмические рисунки. Ну какой, например, танцевальный жанр, вы можете сказать сразу, вы этот танец точно знаете. Вальс. Что должно быть в вальсе обязательно?
Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А что еще должно быть? Смотрите, вот есть такие жанры, где, ну, например, можно поменять темп, а есть жанры, где темп менять не стоит, где нельзя менять темп. Ну, где? В каком жанре темп лучше не менять, а то собьются солдаты на плацу и не смогут дальше шагать в марше. Ну, лучше, конечно, его не менять, правда? Как уже начали шагать, так уже и шагаем по Красной площади. Где еще? Ну, наверное, в каких-нибудь танцах, где занято очень много людей, если мы будем темп туда-сюда менять, они не смогут танцевать одновременно, да ведь? Согласны? Так вот в вальсе тоже есть такая особенность, что лучше, если танцуют, например, не профессионалы, которые занимаются бальными танцами, а такая большая компания, как мы с вами, там лучше, конечно, придерживаться одного темпа. Я вам сейчас один вальс поиграю, причем я настолько его люблю, настолько для себя его открыла, что хочется мне с вами им поделиться, а вы, пожалуйста, попробуйте сделать вот что. То есть сначала это будет пульс, а потом попробуйте чуть его сделать мельче. Слово «мельче» значит просто чуть побыстрее. Попробуйте, хорошо? Я вам поиграю, а вы со мной вместе попробуйте. Я потом объясню, почему. Итак, готовы? Причем у вальса всегда обычно вот так. Хорошо, молодец. Получается мелко делать? Не у всех, правда? Вот так проще, правда? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но у кого-то и получилось. Что получается? Что у нас раз, два, три находится внутри другого пульса, правда? И так проще. Раз, два, раз, два. А мы хлопаем раз, два, три, раз, два, три. Ну что, попробуем? Итак, ногой. Раз, два, раз. Ногой, ногой. Раз, два, раз. А руками на раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы. Что это означает? У нас с вами два голоса. Один выполняет функцию пульса, а другой выполняет более мелкий пульс, тот, который для вальса является основным. Поэтому у музыкантов очень часто бывает, что рука играет одну мелодию, один ритмический рисунок, вторая рука играет другой ритмический рисунок, кто-то рядом играет третий ритмический рисунок, и все это звучит вместе. Поэтому очень важно что сохранять? Какой-то единый пульс, где все вот эти вот ритмические фигурки, они все должны уложиться, правда? Для чего нужен дирижер? Чтобы вовремя сказал, ага, пульс меняется, становится другим. Вам понятно, да, что иногда очень важно вовремя перестроиться, чтобы все ритмические рисунки туда уложились. Но у нас есть масса танцев, у которых есть очень определенные ритмические рисунки. Итак, кроме вальса, который я вам сыграла, мы теперь слушаем с вами, знаете что, полонез. Я мечтаю, что в Татарской филармонии мы придумали балы, чтобы мы с вами в полонезе тут ходили по нашему фойе. Итак, полонез. Считается на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот сейчас слушайте. Пам-па-па-пам, пам-пам-па-па-пам, пам-пам-па-па-пам. На вторую долю пам-па-па-пам. Потому что когда идут, то приседают на третью долю, да? И поэтому в любом полонезе сохранится трам-па-па-пам, пам-пам-па-па-пам, пам. Понятно, да? Это ритмический рисунок, который будет и у Шопена, и у Чайковского в других, и у Глинки, где угодно. Он будет содержать непременное ритмическое условие, чтобы этот жанр все сразу поняли, ага, это полонез. Второй танец мы с вами смотрим. Второй танец это у нас будет, наверное, полька. Все знают польку с детства, но это особая полька, она тоже, знаете, как будто бы раскручивается. А вы мне потом
потом скажете. А сколько, насколько я там должна считать? На раз-два, на раз-два-три или на раз-два-три-четыре? А синкопы тоже, наверное, услышали. Что считаем? На сколько считаем? На два. На два. Все быстрые темпы считаются на раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Поняли, да? Все быстрые темпы на два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Причем, вы знаете, если я вам сыграю помедленнее, вы сразу услышите тот самый пунктир. Синкопа. А теперь такой жанр. Что это? Что? Узнали? Почему? Потому что характерно оборот. Сразу узнаем, неважно, кто сочинит эту музыку, правда? Потому что даже если я просто прохлопаю, и то уже будет что-то такое похожее на ритм танго. А теперь я хочу, чтобы мы услышали Шопена. Знаете, Шопен удивительный был автор, я вам, по-моему, уже говорила. Он все бытовые жанры, мазурки, вальсы, полонезы, этюды, он их до такой степени довел совершенства, что они стали самостоятельными произведениями. Но у мазурки тоже есть особый ритм. И хотя сейчас мы услышим Шопена немножко все-таки такое более вольное представление этого жанра, но вы все равно мазурку услышите. А насколько эта мазурка считаться будет, вы мне скажете. Слушаем Шопена. Ой, там, конечно, написано все в нотах, но тем не менее. Насколько? На три. Три, раз, два, три, раз. Это быстрый танец. И там есть пунктир обязательно. Почему есть в мазурке пунктир? Это танец с подскоками. И там в ритме есть всегда пунктир. Отличается от польки. От польки отличается по ритму. Итак, в каждом жанре, сейчас я не буду вам все перечислять, мне нужно было вам показать разницу. У каждого жанра, танцевального, например, есть какая-то своя особая ритмическая структура. И даже если я просто буду ее знать, я могу просто потом сочинить музыку в этом жанре, используя данную формулу. Да? То есть есть ритмические формулы, и они составляются вот из таких вот ритмических рисунков, про которые я вам говорила. Их великое множество, про все мне говорить вам нет никакого смысла, потому что люди годами вообще это все изучают, а мне важно вам показать, насколько они в музыке применимы. Да? Но знаете, бывает такая история, когда два разных ритма встречаются вместе. Ну, например, я вам сейчас хочу показать один пример, чтобы вы меня поняли. Вот, например, левая рука. Насколько? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Правая. Раз, два. На два считается. И когда они звучат вместе,
полиритмия. Когда у меня в одной руке на раз, два, три, а в другой на раз, два. Услышали? Еще капельку поиграю. Тут два, а тут три. Называется как? Полиритмия. Поли – это много, и они звучат у нас одновременно. Это очень интересный прием, он для музыкантов очень сложный, надо же расслоить свое сознание. Это играет на три, это играет на две, но это очень красиво звучит в сочетании. И вот сегодня в финале нашей встречи вы услышите, насколько это здорово, когда разные группы, например, оркестра или хора, или там просто солистов, один поет в одном ритмическом и пульсе, и ритме, а другой совершенно в другом. Но они где должны встретиться? В сильной доле. Всегда есть какая-то точка отсчета, где они встречаются. Поэтому полиритмия – это очень интересно и, конечно же, необыкновенно. Но вот сейчас мы только посмотрим на полиметрию, потому что на нее мы только посмотрим. Я даже не буду пытаться вам это сейчас сыграть. Я объясню, что такое полиметрия. Я хотела сначала вам показать свадебку Стравинского, но потом подумала, у нас же впереди еще весь сезон. Я же еще много чего вам хочу рассказать. И поэтому я вам потом подробно об этом расскажу. Смотрите, цифры видно вам, да? Вот наверху строчка хора написано 2/4, а там, где оркестр, там и 5/8, и 3/4. Это получается, что у хора 1 метр, а у оркестра другой метр. Называется полиметрия. Полиритмия проще. Они должны встретиться, рисунки, на первой доле. А в метрах еще хуже. Там дирижеру, он иногда правой рукой дирижирует на 2, левой на 3. И попробуйте там вот еще всем дать правильное вступление. Это довольно сложно, поэтому особо я вас, конечно, не буду сейчас загружать, но вы знаете, что полиметрия и полиритмия – это обычная встреча разностей, когда это разные рисунки или это разные размеры. А что такое размер? Это сколько вот этих вот наших с вами пульсов приходится на один такт. А что такое такт? От одной сильной доли до другой расстояния. Сейчас, чтобы немножечко теорию вам подытожить, да, вот ту, которую я рассказывала, да, с самого начала. Что такое пульс? Это чередование совершенно ровных длительностей. Если у нас с вами не аритмия, не дай бог, да, то это движение должно быть ровное. Оно меняется в зависимости от чего? От темпа, да ведь? От темпа меняется. Если мы с вами пробежали 100 метров, у нас будет один пульс. Если мы спим, то у нас совсем другой. Это темп. Что такое сильная доля? Ну, когда мы явно ощущаем какой-то удар и движение к этой доле. Да? Мы знаем это в марше, мы знаем это в вальсе, в польке, ну и она везде есть. Что такое такт? Это от одной сильной доли до другой. Да? Смотрите, более медленные по настроению произведения пишутся в длинных тактах, 4/4. Более быстрые темпы, как в польке, например, там всего 2 удара. Запомнили? Ну, это такая маленькая, у нас же с вами урок почти что, да? Это вот такая маленькая теория. А теперь я вам расскажу про украшения. Украшения – это удивительная вещь, которая, помните, когда мы с вами, те, кто у меня был на лекции, посвященной эпохе барокко, я рассказывала, что там украшали все. Здания, картины, шляпы, платья. Все украшалось, и музыка в том числе. И придумали очень много разных таких, мы их называем с вами мелизмами. Да? Вот смотрите, мелизмы. Например, вот такие вот. Вот такие вот. Это форшлаг называется. Иногда эти мелизмы, они делаются даже нарочито, даже специально. И сейчас я хочу вам показать одну исполнительницу, которую, к счастью, мы пригласили в нашу с вами филармонию, и она будет играть удивительную музыку. Она будет играть сонаты Скарлатти, а это композитор эпохи барокко, но вот сейчас она именно ее одну из сонат сыграет, и вы услышите вот эти самые украшения, которые появляются в виде вот таких каких-то маленьких ноток, перечеркнутых, как будто бы нужно их заранее, знаете, соскользнуть рукой и сыграть такой форшлаг. Итак, мы слушаем с вами Варвару Мягкову, Скарлатти. Да, вот такие маленькие украшения. Слышите, вот такие, да?
это может быть трель, это может быть мордент, это может быть форшлаг, но это украшение, это мелизма называется. Не забудьте купить абонемент и прийти именно потому, что такие будут у нас замечательные пианисты, и вот она в том числе. Но вы знаете, конечно же, не только в эпоху барокко эти мелизмы применялись, и наверняка знаете такое произведение. Откуда? Танец Анитеры. Если медленно сыграть. Вот они, украшения, да? Но вы знаете, есть такой еще очень интересный прием, который называется ad libitum, по желанию. И иногда музыканты этим очень здорово пользуются. Они играют так, как им хочется. Они ускоряют и замедляют именно в своем режиме, для того, чтобы показать какое-то вот свое вот особое отношение к этой мелодии. Я вот вчера была на концерте на одном, где саксофонист вот играл такую музыку, он сам ее импровизировал, и получалось, что это такая свободная ритмическая фигура у него, и там даже вот эти вот группы выделить невозможно. Они все равно есть, но они уж очень свободные. И называют или рубата, от слова вот рубата, да, так вот свободно, или ad libitum, то есть по желанию. И сейчас вы услышите двух великолепнейших музыкантов с не менее великолепной музыкой. Но там очень будет интересное такое превращение от музыки по желанию до музыки ритмической, очень определенной. Слушаем. Чардаш Монти. Тут тебе все, и украшения. Это называется фиоритуры, вот такие пассажи, форшлаги. А дирижер все равно возвращает в первую долю. Скрипач, внимание, Радулович. Когда вот эти вот украшения, да, звучат. Метр. Но дирижер должен все равно весь оркестр, услышав солиста, уложить. Точно, тут уже никуда нельзя отступиться. И вот они все эти мелкие 16-е и синкопы. А это уже ритмические фигуры очень точные, потому что иначе не будет этого движения ровного. Итак, что такое ad libitum, поняли, да? Но иногда вот такие вот интересные
что ли, отступление от ритмических фигур использовал Шопен. Он очень любил такие, знаете, фиоритуры, такие пассажи, которые все равно должны были уложиться в один какой-то удар пульса. И вот сейчас мы с вами сначала увидим, мы Равель «Цыганка» чуть попозже, а вот сейчас Шопен «Ноктюрн». «Ноктюрн» — это ночная песня, очень любил писать их Шопен. Но вот что интересно, я специально выбрала вам тоже. Сейчас Шопена будем смотреть, прямо смотрите на нотки. У него там написано 11, 12, 19 нот под одной такой вот, да, под одним грифом, и нужно все это уложить за какую-то одну четверть. И довольно сложно это делать, но очень красиво звучит. Итак, Шопен. Вот там видите цифра 11. А пока послушаем. Вот сейчас. То есть левая рука должна выдержать ритмический рисунок, а правая должна умудриться под нее подстроиться. Сейчас слушайте. Правая с левой рукой не совпадают. Вот в таком маленьком фрагменте мы услышали даже полиритмию, где там на 2, тут на 3, тут же и форшлаги наверняка услышали. И вот эти вот самые мелизмы, которые мы называем фиоритура, да, вот такая вот, ну, пассаж, можно его назвать это пассажем. И вот такие необычные фиоритуры и всякие фигурации, это для украшения, но они должны быть четко прописаны или отданы на, знаете, на что? На усмотрение самого музыканта. И тогда пишут слово «каденция», и делай, что хочешь. И вот сейчас мы «Цыганку» Равеля немножко послушаем, капельку, да, будет звучать в исполнении одного из самых лучших скрипачей в мире. Это Максим Венгеров. Он был когда-то в России мальчиком-вундеркиндом. Его привезли в Москву из Новосибирска. Теперь он уже очень давно живет в Америке. Один из самых высокооплачиваемых музыкантов, удивительный, потому что он еще играет очень здорово, и мы очень редко его вообще в России можем услышать. Итак, найдем, да, Радик? Ага. Мы тут с вами никакого метра не поймаем, потому что этот у него свой собственный метр. Правда? Это называется каденция или импровизация, но у него все равно есть какие-то ритмические формулы, которые он применяет, и мелодические интонации. Это все равно у него не просто так вот он берет и играет какие-то звуки. А слышите в мелодии интонации, которые мы с вами проходили, когда я рассказывала про лад? Да, вот есть такие интонации, которые сразу говорят, ага, музыка восточная, музыка цыганская, какая-то такая вот не очень привычная.
Спасибо. Что здесь важнее, ритм или пульс? Пульсы вы не можете отсчитать. Ритм вы можете услышать, а пульс, вот он его собственный, он его собственный. Как вам кажется, если музыка длится на одном звуке, тянется, протянется, пульс существует? А? Ну вот длинный звук. Давайте изобразим сейчас какой-нибудь длинный звук. Ну вопрос, конечно, каверзный. Есть пульс? Есть. В любом звуке, самом длинном, самом протяженном, он всегда есть, он внутри. Он внутри человека, сердце же бьется у музыканта, он все равно есть. И он дает ощущение внутреннего движения. Невозможно звук издавать и при этом не дышать. Мы все равно дышим, понимаете, да? Поэтому пульс и ритм, они есть всегда, даже если музыка как будто бы звучит абсолютно на одном звуке. Согласны? Вернее, как я вас убедила, что он всегда есть. Но теперь переходим мы к довольно сложному такому ритмическому рисунку, вернее, к обозначению. И даже я всегда немножко так тушуюсь, потому что я могу немножечко в чем-то ошибиться, я вам выскажу свое мнение. Итак, вот эти вот все были стандартные ритмические рисунки, стандартные жанры, стандартные формы. Ну, вы можете даже их сами для себя понять, послушать, там, похлопать. А вот есть такое завоевание 20 века под названием свинг. Это особое отношение к ритму, когда что-то вот не так, что-то такое поменялось. И в этом свинге самое главное, что иногда как будто бы нарочито что-то замедляется в ритме, что-то ускоряется, то есть идет несовпадение сильной доли с той долей, которая звучит, например, у сольного какого-то инструмента или голоса. Я вам сейчас сыграю, как я себе представляю, что такое свинг, а потом мы еще послушаем. И для того, чтобы мы поняли, свинг – это когда не совпадает ритм у голоса или в мелодии у инструмента с тем пульсом, который есть у других инструментов. Попробую показать. Тоже знакомая наверняка музыка, если не знакомая, то просто красивая. Чуть раньше. Как вы понимаете, это где? Это в джазе, да? Его называют шатающийся. Вот такой, знаете, вот покачивающийся. Как будто бы что-то такое вот, не совсем вовремя, не совсем точно. Вместо раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Он немножко смещается. Я первый раз, помните, такой был, очень много лет назад, фестиваль молодежи и студентов, там приехало очень много иностранцев, и они стали петь наши подмосковные вечера. Я думаю, господи, что же они с этой песней сделали? Они же ее просто испортили. И вот мы сейчас с вами тихонечко споем со мной, тихонечко, один куплет подмосковных вечеров. Хорошо? Чуть-чуть так напоем, чтобы просто вспомнить, что это такое. Слова знаете? Давайте и. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, и зим знали мы, как мне дороги подмосковные. А теперь похлопаем себя. Я буду играть, а похлопайте пульс, пожалуйста. Запомнили, да? А теперь мы ее услышим в исполнении.
исполнении оркестра Олега Лунстрема, который играет ее в свинге. Ой, это ж Катюша, я вас перепутала. Ну, Катюша, все равно вы Катюшу знаете. Чуть раньше, чуть позже. А давайте сделаем наоборот. Вот сейчас чуть-чуть тихонечко спойте Катюшу, капельку, чтобы потом эту разницу послушать. У нас было расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег. А они спели как? Еще раз, можно с самого начала? То есть это один из самых сложных ритмов свинг. Послушайте. По-другому, да ведь? Мы, конечно, можем подстроиться и с ними спеть вместе, но это уже будет другое совсем, да? Другое. Другой ритмический рисунок будет в основе вот этой Катюши. Спасибо. На следующий год, на следующий сезон мы придумали такой абонемент, я вам уже про него рассказывала, это для новичков. Но так как вы уже не совсем новички, я просто попрошу вас, новичков, к нам приглашать. Так вот, один будет посвящен джазу. Я очень надеюсь, что мы с Сергеем Васильевым вместе постараемся рассказать о разных вот этих вот жанровых особенностях в джазе. И наверняка про свинг расскажем тоже, но он уже более так профессионально, чем я. Я как дилетант, но он как профессионал. Мы постараемся вот о разных джазовых жанрах вам рассказать. Итак, мы пробежались по некоторым таким очень интересным ритмическим рисункам, а закончить сегодняшнюю лекцию я хочу такую вот музыкальную гостиную, посвященную ритму, одним произведением, которое, конечно же, необыкновенное. Можно мне слайд показать там, где болеро Равеля? Вы знаете, вот там все основано на остинатной форме. Есть такой термин остината. Остината – это повторяющийся много раз. Так вот там даже я специально вам написала, что он повторился 169 раз. Вот эта вот группа остинатная, и вот она 169 раз повторилась. Это называется полифонические вариации, когда ритм, там выходит малый барабан, барабанщик все эти 169 раз играет на виду у изумленной публики, а при этом оркестр начинают вступать по очереди разные группы инструментов. И вот когда мы сейчас с вами посмотрим, именно не послушаем, а посмотрим, потому что я нашла такой вариант, когда еще и танцуют испанцы, танцуют некоторые великолепно, и Майя Плисецкая танцует совершенно необыкновенно. Но вот как испанцы, пожалуй, никто. Там они сделали некоторые маленькие фрагменты, потому что целиком нам было бы сложно послушать, да? Но я посвящаю Марату Андреевичу. Марат Андреевич, я вас благодарю за то, что благодаря вам я появилась в этой филармонии, а он очень любит болеро Равеля. Я сегодня хочу посвятить ему это произведение, потому что я его тоже очень люблю. В нем есть все. В нем есть ритм остината, то есть непрерывная формула. В нем есть и синкопы. В нем есть и ровные длительности, в нем есть и полиритмия, когда вдруг та-та-та вместо 2-3 звучит, да? В них есть, в этом произведении есть именно такой, знаете, собирательный образ всего оркестра, когда все инструменты начинают включаться вот в эту вот общую историю. Ну и, конечно же, это жанр болеро, который имеет очень четкую свою ритмическую фигуру, то есть ритмическую формулу, которая вот она написана, это и называется ритмическая формула. Ну что, готовы? Свет выключаем и начинаем.
торжество ритма в этом произведении. Я надеюсь, что вы все услышали, надеюсь, что вам понравилось. И сегодняшняя, конечно же, вот это наша последняя такая встреча, она не такая длинная, как предыдущая, потому что, знаете, не хотелось давать много, вот такой информации, которую трудно с первого раза, может быть, уловить. Насколько вам сегодня было понятно все, что я рассказывала про ритм? Конечно. Нет, конечно. Это уже самостоятельное произведение. Все, что делается обработка, это уже самостоятельное произведение. И уже тот, кто написал «Катюшу», он не может сопротивляться, потому что это уже другое получается произведение. Понимаете? Потому что оно не классическое. Это просто взята тема, которая может быть использована в самых разных жанрах. Теперь, тем более, знаете, такой жанр очень модный, когда кроссовер, когда любая тема классическая в джазовой обработке представляется. Что? Кроссовер, да. Поэтому они вот все выполнили как надо. Рассказывайте ваши впечатления, что про ритм понятно, что непонятно. Метр и так. Метр – это количество долей в такте. А такт – это расстояние, это как бы ячейка, которая есть. Метр – это сколько долей в этом такте, а сам такт – это просто ограничение тактовой чертой. Какие-то вы задумчивые. Что-то не так, что-то вам не понравилось. Я на самом деле хочу вам сказать спасибо, да, и закончить сегодняшнюю встречу. А еще, подождите секундочку, я хочу вам сказать, что этой встречи бы не произошло, во-первых, без вашего присутствия, спасибо вам, но и без помощи моих коллег. Это, конечно же, и Игорь, это, конечно же, и Адель, это, конечно же, и Радик, и очень много всех, кто здесь. Я хочу сказать всем спасибо, потому что без этих моих коллег ничего бы не могло произойти. Вам спасибо, что пришли, надеюсь, что не в последний раз, и что мы с вами увидимся. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Прямо я сегодня артистка. Спасибо. Если вам что-то непонятно, мы всегда сможем это обсудить, но еще раз хочу вам сказать, что у меня нет задачи сделать это профессиональными какими-то вот такими уроками. Это просто экскурсия в мир музыки, в мир музыкального языка. Если что-то вам захочется еще, пожалуйста, жду ваших вопросов и предложений. Спасибо.